أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение. С именем Аллаха и хвала Аллаху, и да пребудет мир и благословение над посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, над его семьей, женами, сподвижниками, последователями и теми, кто следовал за ними, а затем. Братья мои в Аллахе, сестры мои в Аллахе, воистину, я люблю вас ради Аллаха. Я прошу Аллаха, чтобы Он постоянно всегда собирал нас в этой дуне на повиновение Ему, а в ахирате, в обители Его щедрости вместе с пророками, правдивыми мужами, павшими мучениками и праведниками, которых облагодетельствовал Аллах. И как же прекрасны эти спутники! Любимые в Аллахе братья и сестры! В прошлой серии мы говорили о том, как муж может осчастливить свою жену. Не успел я завершить передачу, как обнаружил на линии много звонков из Египта, из-за границы. Люди с похвалой отзывались о той передаче. Большинство позвонивших мужчин сказали: «Шейх, ты объяснил мужчине, как он может осчастливить свою жену. Так расскажи же что-то подобное женщинам. Объясни им, как жена может осчастливить своего мужа». Наша проблема, братья и сестры, в том, что каждый из нас спрашивает, каковы его права, и игнорирует свои обязанности. Муж говорит: «Почему вы не рассказываете о правах мужа?» Жена говорит: «Где это вы тут рассказываете о правах жены?» Все хотят знать свои права и не замечают своих обязанностей. Господа, воистину, напротив каждого права, которым наделил тебя шариат, стоит соответствующая этому праву обязанность. Каждое твое право соответствует твоей обязанности исполнять то, что ты должен, еще до того, как спрашивать о том, что тебе причитается. Я кое-что скажу сейчас, и запомните это. Семьи строятся не на справедливости. Супружеская жизнь не строится на справедливости. Необходимо, чтобы она строилась на достоинстве. Муж живет с женой. Это мое право, это твое. Это то, что причитается с меня, а это надо сделать тебе. Это неправильно. Семьи строятся на любви, симпатии и милосердии, на спокойствии, достоинстве и взаимных одолжениях. Дай то, что принадлежит ей по праву, и дальше больше. Прости ей то, что она должна была тебе сделать, но не сделала или проявила в этом халатность. Также и она. Она выполняет права своего мужа, и даже больше, и прощает то, на что она имеет право, и в чем он допустил упущение. Такими должны быть мусульманские семьи. Я прошу Всевышнего Аллаха заполнить наши дома любовью, симпатией, милосердием и спокойствием. Аминь. Братья мои в Аллахе, сестры в Аллахе, женщины часто жалуются на мужей спустя некоторое время после замужества. Жена жалуется и говорит: «Мой муж изменился. Он уже не тот любящий и нежный муж, которого я знала и которого полюбила. Где его симпатия и горячий темперамент? Где любовь? Что это за черствость? Что это за убийственная, удушающая рутина?» После этого женщина обвиняет во всех ошибках своего мужа. Я скажу ей: «Сестра моя в Аллахе, что если тебе сначала проанализировать саму себя? Возможно, что семейная жизнь была испорчена именно из-за тебя. Допустила ли ты упущение в каком-либо из прав своего мужа, о раба Аллаха? Или же ты обвиняешь его в том, что сделала сама, обвиняешь в том, в чем виновата ты, сестра моя в Аллахе? Ты действительно хочешь осчастливить своего мужа? Ты правда хочешь завоевать сердце своего мужа? Ты хочешь, чтобы река вашей любви не высохла?
Ты правда хочешь, чтобы сад вашей любви не завял? Ищешь ли ты на полном серьезе супружеское счастье? Если ответ на эти вопросы «да», тогда послушай. Послушай, чтобы понять, как ты сможешь этого достигнуть. Как ты можешь осчастливить своего мужа? Первое. Через покаяние Аллаху и спрашивание у него прощения. Это то же самое, что я говорил мужьям на прошлой серии. Сейчас, на этой передаче, я также напоминаю тебе об этом. Покаяние и мольба о прощении, о раба Аллаха. Может быть так, что раздор в супружеской жизни происходит по причине твоих грехов. Не слышала ли ты слова нашего Всевышнего Господа? А кто отвернется от моего напоминания, того ожидает тяжкая жизнь. Разве ты не знаешь, что беды в большинстве случаев не спосылаются из-за грехов, и против них помогает лишь покаяние? Сестра моя в Аллахе, посмотри сама на себя, исправь свои недостатки. Покайся своему Господу, вернись к Всевышнему Аллаху через покаяние и просьбы о прощении. Счастливая жизнь приходит через покаяние и мольбу о прощении. Тогда наступит хорошая жизнь. Покаяние, истигфар, просьба о прощении. Второе. Тщательное совершение поклонения. Шейх, неужели для того, чтобы мой муж полюбил меня, чтобы я осчастливила мужа, неужели к тем причинам, которые способствуют любви, относится то, что я должна усердно совершать поклонение? Да, ураза, намаз, дополнительные намазы, выстаивание ночного намаза, зикр, поминание Аллаха, хорошее отношение к соседям, поддержание родственных связей, чтение Корана, получение исламских знаний, поклонение, айбада. Поспособствовать любви между мной и мужем? Да. Разве ты ни разу не читала, сестра моя, слова Господа миров в суре Марьям? Тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, милостивый одарит любовью. Я салям. Вы видели это? Аллах говорит, тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, милостивый одарит любовью. Аллах любит их, приказывает Джибрилю любить их, и Джибриль приказывает ангелам, чтобы те полюбили их. Потом любовь к ним возникает на земле. Обратись к Аллаху. Усердно повинуйся Аллаху, и Он сделает так, что твой муж полюбит тебя, иншаллах. Третье. Будь искренний. Зачем ты живешь с этим человеком? Зачем ты вышла за него замуж? Я вышла замуж, потому что брак в нашей религии — это поклонение. Я вышла замуж, потому что брак — это сунна. Я вышла замуж, чтобы основать семью, строящуюся на Коране и Сунне, чтобы превратить мой дом в логово, откуда будут выходить львы, на благо нашей уммы. Я знаю, как это сделать, о благочестивая женщина. Будь искренней в своих намерениях. Помощь от Всевышнего Аллаха придет в зависимости от твоего намерения, и награда от Аллаха будет зависеть от твоей выдержки и проявления терпения. В основе мусульмане не должны делать ни одного движения, не желая при этом достижения довольства Аллаха. Всевышний Аллах сказал: «Скажи, воистину мой намаз, мое жертвоприношение или поклонение, моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров». Вся жизнь посвящена Аллаху, Аллаху, Господу миров. Если у тебя, сестра, будет благочестивое намерение относительно твоей семейной жизни, то все твои движения и остановки превратятся в поклонение. Приготовление пищи для мужа превратится в поклонение Аллаху. То, что ты стоишь и приукрашиваешься перед зеркалом, ожидая встречи с мужем в красивом виде, станет благим делом. Это будет засчитано тебе, как хорошее дело. Когда ты будешь подводить глаза сурьмой, и за это тебе будет записываться награда. Аллаху Акбар. Ты наденешь красивую одежду, надушишься приятным запахом, немного подкрасишь щеки, глаза, подведешь губы для своего мужа. И это будет поклонением.
тебе будет записана награда за это, клянусь Господом Каабы. Награда и благие дела. Так что сформируй для себя благое намерение. Четвертое. Чтобы завоевать сердце своего мужа, раба Аллаха, обратись за помощью к Всевышнему Аллаху. Аллах научил нас, чтобы мы обращались к Нему за помощью во всех наших делах. Он научил нас говорить в Аль-Фатихе: «Тебе одному мы поклоняемся, и Тебя одного молим о помощи». Также Его посланник, мир ему и благословение Аллаха, научил нас в хадисе, который привел Ахмад ат-Тирмизи. И это достоверный хадис. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал Ибн Аббасу, обучая через него свою умму: «Если ты просишь о помощи, то проси о помощи Аллаха. Если ты просишь о помощи, то проси о помощи Аллаха». Я скажу всем женщинам, которые считают, что сердца их мужей изменились, и что все стало крайне плохо. Я скажу такой женщине: сестра моя, кто владеет сердцем твоего мужа? Сердце твоего мужа. Кто владеет им, о раба Аллаха? Она ответит: Господь миров. Пророк сказал, что сердца рабов находятся между пальцами Аллаха Ар-Рахмана, и Он переворачивает их так, как пожелает. Я говорю тебе, обратись за помощью к Аллаху. Старательно делай дуа. Моли своего Господа во время земного поклона в намазе. Скажи: «О Господь, мой муж изменился. Я чувствую, что его сердце отдалилось от меня. О Аллах, сделай так, чтобы я любила его, и чтобы он любил меня. О Аллах, не поворачивай его сердце от меня, и не поворачивай мое сердце от него. О Аллах, не отклоняй его от меня, и не отклоняй меня от него. О Аллах, возвеличь меня в его глазах. Сделай так, чтобы он считал меня самой красивой женщиной, которую он когда-либо видел. О Господь, проси помощи у Аллаха». Пятое. Подходим к конкретному. Чтобы завоевать сердце своего мужа, ты должна его хорошо встречать, с веселым лицом. Я прошу тебя, улыбнись мужу, когда встречаешь его с работы. Я прошу тебя, встречай своего мужа в красивом виде, когда он возвращается с работы. Муслим привел в своем сахихе от Абу Зарра, да будет доволен им Аллах, который сказал, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не пренебрегайте ничем из благих дел, даже улыбкой в лицо своему брату». Ат-Тирмизи привел хадис, который Альбани назвал достоверным, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Улыбка твоему брату — садака, милостыня». Сестра в Аллахе, о женщина, придерживающаяся своей религии, о та, кто берет пример с жен нашего пророка, твой дом должен быть самым прекрасным и счастливым домом. Дом женщины, которая носит хиджаб, делает намаз, в целом является соблюдающей мусульманкой, должен отличаться от всех остальных домов. Пророк считал тебя кладом. Он считал, что ты самая лучшая вещь, которую может получить верующий в этой дуне, лучшее из наслаждений, которое может получить человек в этой дуне, благочестивая и праведная жена, красивой улыбкой, прекрасным видом, благим приятным словом. Поверь мне, ты сможешь взять в плен сердце твоего мужа, захватить его душу и разум. Послушай этот хадис, и ты будешь удивлена вместе со мной. Абу Дауд, Аль-Хаким и Аль-Байхаки привели достоверный, иншаллах, хадис, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не сообщить ли мне вам о лучшем, что может накопить человек?» Люди сказали: «Да, о посланник Аллаха». Он сказал: «Это праведная жена». Праведная жена. Каковы свойства праведной жены? Если я спрошу сейчас всех, кто меня сейчас смотрит, кто такая праведная жена, они ответят мне, что это та, кто выстаивает ночь в намазе, держит уразу днем, носит никаб, знает наизусть Куран, знает 6 достоверных сборников хадисов, та, у которой есть исламский диплом. Но эти слова вообще не в тему. Нет сомнения, что женщина, которая много делает намаз, выстаивает ночи, держит уразу, благочестивая женщина. Но здесь пророк, мир ему и благословение Аллаха, упомянул совсем другие вещи. Он сказал: праведная жена. Каково ее описание? О посланник Аллаха. Каково ее описание? О любимец Аллаха. Он сказал: это та, которая радует его, когда он посмотрит на нее. Когда ее муж смотрит на нее, то радуется.
Он испытывает счастье. Это та, которая радует его, когда он посмотрит на нее и повинуется ему, когда он что-то прикажет ей. Она выполняет то, что он приказывает ей, следует его указаниям. Это не строптивая женщина, которая постоянно вступает с ним в противоречие. До тех пор, пока он приказывает ей сделать что-то благое и дозволенное, она должна подчиняться ему и повинуется ему, когда он что-то прикажет ей, и хранит его честь в его отсутствие. Сестра моя в Аллахе, о мусульманка, о внучка Хадиджи, Айши, Хавсы, Хаджар, Фатмы, о мусульманка, как много улыбок стали причиной прекращения тревоги, устранения печали и привнесения радости в сердце твоего мужа, мусульманина. Поэтому пророк, мир ему и благословение Аллаха, посчитал улыбку в лицо мусульман садакой. Заклинаю тебя Аллахом, ради меня, каждый раз, как увидишь мужа, дай ему садаку, красиво улыбнувшись. То, что осчастлививает нас, мужчин, это то, чтобы жена провожала мужа с дуа, а встречала с улыбкой. Муж уходит на работу. Встань рядом с ним у входной двери. Когда он будет выходить, скажи: «Да сохранит тебя Аллах». Он вернулся, альхамдулилля, что вернулся невредимым. Пусть наш Господь сохранит тебя от всякого зла. Мужчина радуется, когда слышит такие слова. Бывает очень довольным и сильнее любит жену. Если рядом с дверью стоят ее дети, она говорит им: «Мухаммад, и ты такой-то, поцелуй отцу руку, поцелуй ему руку, целуй руку». Это радует мужа. Итак, жена провожает его с дуа, встречает с улыбкой за час до того, как должен прийти муж. И она знает, когда он должен вернуться, ей не все равно. За час до его прихода, и она уже все сделала по дому. Еда приготовлена заранее, дом убран. За час до прихода мужа она встает и готовит себя. Она надевает чистую красивую одежду, расчесывается, немного подкрашивает лицо, душится. Это, клянусь Господом Каабы, заставит мужа почувствовать себя с ней счастливым. Когда он возвращается, его жена выглядит прекраснейшим образом. Она встречает его с улыбкой. Она источает свою любовь к нему. Клянусь Аллахом, о мусульманка, если ты сделаешь так, твой муж тебя полюбит. Остерегайся, о мусульманка, остерегайся того, чтобы твой муж приходил с работы и обнаруживал в своем доме могильную тишину. Он скажет: «Эй, сын, где твоя мать?» И он ответит: «Она спит, наслаждается сновидениями, спит она». Или она у соседей занята, сплетничает и злословит. Женщина просыпается, глаза опухшие, одежда, мягко говоря, выглядит не очень, вид тоже неважный. Ее муж не будет ее любить, она не уважает его, она не ждет его. Нет ни любви, ни страсти, нет жара и тоски, нет уважения и почитания. Так ответь мне, как в таком случае муж сможет не измениться в худшую сторону? Проницательная мусульманка знает, во сколько должен возвратиться ее муж. До того, как он должен прийти, она готовится. Первое лицо, на которое должен упасть его взгляд при входе в дом, твое. Лицо жены. Первое, кого он видит, когда заходит в дом, его жена. Жена. Она ждет его, встречает в дверях в красивом виде, улыбается при его виде. Альхамдулилля, что с тобой все в порядке. Клянусь Аллахом, мы так скучали без тебя. Он хочет услышать такие слова. Даже перед детьми. Да, даже перед детьми, женщина, чтобы они знали, как супруги должны общаться друг с другом. Ни в коем случае не встречай мужа с проблемами детей. Аузу билля. Есть такой тип женщин, да сохранит Аллах. Как только муж просовывает ключ в замочную скважину, или как только он звонит звонок, и ему открывают, начинаются крики. «Смотри, что мне делать с твоими детьми? Все, я больше не могу жить в этом доме. Я ухожу к своей матери. Твой сын сделал так-то. Он ударил в глаз соседскому сыну. У дочери 2 двойки в аттестате. Сын сделал. Аузу билля, аузу билля». Ты испортила ему все настроение. Ты его опечалила и огорчила. Зачем? Почему твой муж проявлял терпение на работе? Устал в общественном транспорте? Дом, дочь моя, по-арабски называется сакан.
Сакан — это слово, из значения которого мы можем извлечь понятие приветливость, успокоение, покой, радость. Если мужчина не обнаружит сакана, спокойствия и отдыха в твоем доме, тогда где ему это искать? Разве ты не научилась, о мусульманка? У Сулейм это была сподвижница, у которой умер ребенок. Умер, пока его отец отсутствовал. Она скрыла эту весть от своего мужа. Когда он вернулся, она приготовила еду, украсилась, подготовилась, пока они не совершили половой акт, после чего она сказала, она преподнесла ему эту новость мягко. «Скажи мне, если люди что-то дадут взаймы какой-либо семье, а потом потребуют вернуть долг, следует ли членам этой семьи отказывать им в этом?» Он сказал, «Нет». Она сказала, «Воистину, Аллах забрал себе то, что дал тебе. Твой сын умер. Так терпи и надейся на награду Аллаха». Как ты можешь осчастливить своего мужа? Ты можешь осчастливить его также благим словом. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Воистину, в красноречии есть колдовство, и воистину, в стихах есть мудрость». Он также сказал, что благое слово — это садака. Самые близкие тебе люди более других достойны хорошего с ними обращения. Невозможно себе представить, раба Аллаха, чтобы ты лучше обращался со своими коллегами и гостями. Ты разговариваешь с пришедшими к тебе в гости женщинами в хорошем стиле, нежно, приятно. Я бы хотел, чтобы каждый муж как-нибудь послушал, как его жена говорит по телефону со своими подружками. Это похоже на пение птиц, такие нежные, приятные речи. По телефону птица поет. Как только она кладет трубку, так, а ну-ка послушай, муж, это уже совсем другой стиль общения. Самые близкие к тебе люди более других достойны хорошего обращения. О, раба Аллаха, если ты хочешь завоевать сердце своего мужа, я не возлагаю на тебя что-то невозможное. Я только скажу тебе, чтобы ты говорила ему приятное. Поверь мне, валлахи, мы, мужчины, как большие дети. Мужчина, как большой ребенок. Хорошим, отборным, красивым словом ты можешь захватить его сердце. Хорошим, отборным, красивым словом ты можешь завоевать его душу и разум. Хорошим, приятным словом, вместе с чистой, приятной улыбкой ты можешь избавить его от горя и печали, усталости и напряжения, которые он испытывает во время работы весь остальной день. Наши мужчины мелятся в мельнице погони за пропитанием. Ему действительно надо, чтобы при возвращении к себе домой он обнаружил там сакан, покой и отдых. Жена — это успокоение для мужчины. Да, действительно, своей любовью она словно стирает с него эту усталость и печали. Поучись у Аиши, да будет доволен ею Аллах. Послушай, что я скажу. Аль-Бухари привел в своем сахихе хадис от Аиши, да будет доволен ею Аллах, которая сказала, посланник Аллаха, мир ему благословение Аллаха, как-то раз сказал мне, «Воистину, я знаю, когда ты довольна мною, а когда сердишься. То есть я знаю, когда ты мной довольна, а когда немного сердишься». Она спросила, «Как это?» Он ответил, «Когда ты довольна мной, ты говоришь так, нет, клянусь Господом Мухаммада». Когда же ты злишься, то говоришь, «Нет, клянусь Господом Ибрагима». Посмотри теперь, что ответила наша госпожа Аиша. Этот ответ образцово-показательный. Посмотри, как прекрасно она ему ответила. «Да, но клянусь Аллахом, о посланник Аллаха, я не изменяю ничего, кроме твоего имени». Я салям. Очень красивый ответ. Да, бывает, что я немного сержусь, но ты всегда в моем сердце. Лишь только мой язык в такие моменты избегает произносить твое имя. Но ты в моем сердце. Какой красивый ответ. Какие приятные слова. Сестра моя в Аллахе. Учись у женщин рая. Как женщина в раю будет встречать своего мужа? Пением. Мужчина сидит в раю, на маленьком холме из миска, со своей женой из числа гурий, на реке Аль-Кавтар, под деревьями, чьи стволы из золота, а плоды будут им полностью подчинены. Его жена из числа гурий наполняет ему серебряный бокал из медовой реки и говорит, «Выпей, о друг Аллаха, пей, мой любимый, выпей, о друг Аллаха». Клянусь Аллахом, во всем раю не будет мужчины, который бы казался ей красивее тебя, и она споет тебе. Она будет ему петь? Да, Аллах описал женщин рая в своих словах. Мы сотворим их заново и сделаем их девственницами, любящими, урубан и равными по возрасту. Знаете ли вы, что значит уруб?
Уруб — это множественное число от аруб. Женщина аруб — это та, которая проявляет изобретательность в приятных речах, которые радуют мужа. Она сразу же говорит ему приятные слова. Ее уста сразу же источают сотовый мед. Так твоя жена в раю будет тебе петь? Да. Они скажут: мы нежные, и ты не будешь несчастен с нами, мы вечные и не умрем. Мы благие и красивые, жены достойных людей. Благо тем, кто для нас и для кого мы. Учитесь у гурий. Скажи своему мужу так: клянусь Аллахом, ты самая большая милость, которую мне дал Аллах после милости ислама. Я не знаю, как бы я жила, если бы Аллах дал мне в мужья кого-нибудь другого. Ты — самая большая милость, самое великое счастье, которым меня наделил Аллах, не считая ислама. Скажи ему так: если бы все мужчины были, как ты, жизнь ни одной женщины не была бы в печали. Ты знаешь, если бы мужчины в раю были бы как ты, как было бы там хорошо. Я должна сказать ему такие слова? Хорошо. Но это ведь неправда. Как я могу сказать сладкое на творог и другие вещи? То есть мне можно говорить неправду? Да, в этой сфере говорить неправду можно. Это мубах. Твой муж хочет слышать такие слова. Так же, как и женщине понравилось бы услышать подобные слова. Так что говори ему приятное. К приятным словам относится то, чтобы ты никогда не относилась пренебрежительно к его подарку. Твой муж пришел с 2 арбузами. Он принес их в поте лица. Она вскрыла их, и они оказались неспелыми. Она говорит: вот всегда ты так, в жизни не принесешь ничего хорошего. Называется: ворона принесла матери подарок. Как тебе не стыдно такое говорить? Твои слова для мужчины, как яд. Он так радовался, когда нес эти арбузы. Побойся Аллаха, сестра моя в Аллахе. Вот у него хорошее настроение. Он на прошлой лекции слышал, что жене можно подарить какую-нибудь мелочь за полгинея или за гиней, или принести цветы жасмина для украшения, как сказал шейх. Она говорит: это что такое? Он говорит: да вот, это жасмин, это чтобы ты его надела. Она: жасмин? И почем это? За гиней? Гиней? Это все, на что ты способен? Да уж, господин мой, принесла ворона матери подарок. Не так. Даже если твой муж принесет тебе что-нибудь простое и дешевое, он принес тебе абаю, чей цвет тебе не нравится, ты скажи ему: о, очень красиво, это как раз тот цвет, который я люблю. Вот прямо так и скажи, и это не будет ложью. Он купил тебе обувь не в твоем вкусе. Скажи: о Аллах, я же как раз мечтала о такой. И он обрадуется и будет тебя любить. А не так, что каждый раз, когда он будет тебе что-то приносить, ты будешь высмеивать его подарки. Харам. Он возненавидит тебя, если ты так скажешь ему. Мы сказали, что ты должна говорить приятные слова. Сюда относится то, чтобы ты никогда не обращалась пренебрежительно с его подарками. Пророк, мир ему благословение Аллаха, сказал: кто сделал вам хорошее, вознаградите его. Если вы не найдете, что ему дать, то скажите: джазак Аллаху хейран, да воздаст тебе Аллах благом. Поблагодари его. Пророк сказал: кто не благодарит людей, тот не благодарит Аллаха. К приятным словам относится то, чтобы ты сообщала ему, как сильно ты его любишь. Скажи ему: я тебя люблю. Мне сказать мужу: я тебя люблю? Да. Ты хочешь, чтобы он складывал о тебе стихи, но самой жалко сказать ему приятное? Мужу нравится, когда жена говорит ему: я люблю тебя. Скажи ему это. Если кто-то кого-то любит, можно сказать: я тебя люблю. Можно по шариату. Так что, конечно же, по шариату мужу тоже можно сказать, что ты его любишь. Абу Дауд привел в своем сунане хадис с достоверным иснадом, что один человек сидел у пророка, мир ему и благословение Аллаха, и мимо него прошел другой человек. И тот сказал: о посланник Аллаха, я люблю этого человека. Он спросил: он это знает? Человек ответил: нет. Пророк сказал: тогда ему это знать. Тот человек догнал его и сказал: воистину, я люблю тебя ради Аллаха. И тот ответил ему: да полюбит тебя Аллах, ради которого ты меня полюбил. 7 или 8, я не знаю. Если ты хочешь завоевать сердце своего мужа, ты можешь использовать дозволенное колдовство. Если дозволенное колдовство, в переносном смысле, конечно. Потому что все колдовство запрещено. Под дозволенным колдовством я имею в виду украшение для мужа. Приятное слово — тоже украшение. Улыбка — это блеск. Дуа — красота.
Разве не сказал пророк, лучшее, что может получить мужчина, праведная жена, та, которая радует его, когда он посмотрит на нее? Сестра моя, дочь моя, о та, кто обнародует жалобу на мужа, идет к колдуну или шарлатану, чтобы он сделал для тебя дело, чтобы восстановил между вами согласие. Это все неправильно. Почему ты не сделала разрешенное колдовство? Красота. Мужчина видит за дверью, если только он не боится Аллаха и не опускает взор. Он видит такие зрелища, которые превратят самых богобоязненных в развратников. Потом он возвращается к себе домой. Он смотрит на свою жену и видит повязанную голову. Она повязала платок на узел спереди. Надела грязное, пахнущее луком и супом платье. Если она улыбнется, он увидит на зубах остатки еды и бобов. Если он приблизится к ней, то задохнется от запаха пота. Как он сможет полюбить ее? Как можно такое полюбить? Я очень сильно удивляюсь некоторым женщинам, которые после замужества полностью себя запускают. Если ее сестра или ее дочь скажут ей что-то, «Займись собой ради мужа», она отвечает, «Он меня любит. Я в себе уверена». Как это ты в себе уверена? А, женщина, есть ли что-то большее и более величественное, чем вера? Есть ли что-то в этой дуне лучше, чем иман? Нет. Хотя нет ничего лучшего, чем иман. Аллах приукрасил его. Он сказал, но Аллах привил вам любовь к вере. И что? И представил ее прекрасной вашим сердцам. Ты должна заниматься собой. Какой бы красивой ты ни была, как бы он тебя ни любил. Одна бедуинка давала советы своей дочери и сказала, «Доченька, не забывай о чистоте твоего тела. Воистину, она осветит твое лицо и заставит твоего мужа полюбить тебя. Неприятная женщина, то есть та, кто не следит за своей чистотой. Неприятная женщина противна человеческой природе. К ней чувствует отвращение и глаза, и уши. Так пусть глаза твоего мужа не падают на что-то безобразное, и пусть он ощущает от тебя только прекраснейшие запахи». Это абсурд, сестра моя в Аллахе. Если каждый раз, как твой муж будет приходить к тебе, он будет видеть тебя с повязанной головой, или что ты одета в тот же синий нищенский балахон, такой мятый балахон, с оторванным отсюда рукавом и так далее. Ты хочешь зиму, не хочешь ни симпатии, ни тепла. Когда он приближается к тебе, то обнаруживает запах пота. Он начинает задыхаться. Это абсурдно. Побойся Аллаха. 9. Чтобы завоевать сердце мужа, не допускай небрежности при уборке дома. Сделай свой дом оазисом. Оазисом, где муж мог бы отдыхать. Дом соблюдающей мусульманки должен быть чистым. В нем должен быть порядок. Все лежит на своих местах. Что бы ты ни говорил ей, где носки? А она отвечала, посмотри в туалете. Он говорит, я хочу надеть эту рубашку, почему у нее пуговица оторвана? Забыла пришить. Хорошо, а на куртке почему рукав не зашит? Времени не было. Что это за жизнь? Разве ты не читала, что Джибриль, мир ему, пришел к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал, «О посланник Аллаха, передай Хадидже, что ее Господь приветствует ее, и я приветствую ее, и обрадую ее домом в раю, из пола жемчужины, в котором не будет шума или усталости». А все потому, что она организовывала для пророка хороший дом, дом, в котором был покой. Там не было суматохи, беспорядка, шума, усталости. Там никто не орал «дай, дай, дай». В такой атмосфере и заболеть можно. Она организовывала ему приятную атмосферу. Ее заслуженная награда сочетается с ее деяниями. Дом в раю, построенный из золота. Это дом мусульманки. У мусульманки должен быть чистый дом. В нем порядок. Муж входит в дом, а там дети. Маша Аллах, помытые, красиво одетые, причесанные, хорошо пахнут. Пророк целовал госпожу Фатму, когда она была ребенком, и говорил, воистину, Фатма — это рейхана, базилик, аромат которого я вдыхаю. Рейхана, у нее был хороший запах, ее вид доставляет радость. Ребенок — это отражение матери, а муж — отражение жены. Ты видишь ребенка в порванной плохой одежде, босого, волосы растрепаны, на лице мухи, с носа текут сопли. За ним стоит грязная, нечистоплотная мать, не следящая за чистотой.
А этот ребенок, маша Аллах, красивый, причесанный, хорошо пахнет. За ним стоит чистоплотная мать. Ты видишь мужчину в хорошей, красивой, глаженной одежде. Как говорит моя мать, птицы могут пить с его одежды. То есть она очень чистая. За ним чистоплотная жена, которая выполняет его права. Ты видишь другого мужчину, чья одежда грязная, порванная, растрепанная. У него дома сидит Джамиль, жена Абу Ляхаба, женщина, которая не боится Аллаха в отношении своего мужа. Также, чтобы ты завоевала сердце своего мужа, тщательно готовь еду, которую он любит. Есть разновидность мужчин, путь к сердцу которых действительно пролегает через их животы. Готовка еды хорошим способом – это искусство. Искусство. Ты обязательно должна научиться ему. Ты можешь дать ему самые лучшие, сложные и изысканные блюда, но приготовишь так ужасно, что сделаешь так, что человека просто затошнит. Вкус будет стеклянным. Другая женщина может подготовить на ужин сыр, тамию, бобы, но сделать это так красиво, так хорошо и со вкусом это все разложит, что вид будет очень аппетитным. Научись этому. Жена Ауфа аш-Шейбани сказала своей дочери в ночь ее свадьбы: «Ты должна заботиться о времени, когда муж будет есть, и о том, чтобы было тихо, когда он спит. Воистину, жар голода зажигает огонь, а прерывание сна вызывает гнев». Послушай эти стихи, которые сказал один из ученых. Он говорит тебе: «Праведная жена, твои глаза довольны ею. Маленькая девочка, источающая здоровье и благополучие. Чистая комната, в которой твоей душе спокойно. И вкусная еда из рук самой дорогой для тебя поварихи. Все это лучше, чем часы под тенью высоких дворцов, за которыми последует наказание в огне». Чтобы женщина завоевала сердце своего мужа, она может дарить ему подарки. Подарки. Аль-Бухари привел Адаб-аль-Муфрад, и это хороший достоверный хадис, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Дарите друг другу подарки, и вы полюбите друг друга». Она хочет дарить подарки только для примирения. Даже если это будет ручка, можно подарить хотя бы ручку или книга, которую он любит. Подарок может сделать то, что не могут сделать слова. Воистину, подарок сладок, как колдовство. Он пленяет сердца. Он привлекает того, кто был далек от любви к тебе, пока он не становится для тебя близким. Сколько затаенной вражды, сколько ненависти устранили подарки, сколько любви они притянули после длительного расставания и разобщенности, сколько они устранили злобы. Так подари ему что-нибудь, даже если это будет что-то маленькое, благовоние, которое ему нравится. Значок «Я тебя люблю». Харам твоему мужу, и он полюбит тебя. Также для завоевания сердца мужа ты должна подчиняться ему в благом. Пока он приказывает тебе делать что-то благое, ты должна подчиниться ему, не выказывая недовольства или досаду. Жена может слышать, что говорит муж, и надуваться и пыхтеть, повторяя через слово: «Ну да, я слышала, что ты сказал». И при этом жестикулировать и размахивать руками. Что это? Повинуйся ему, без недовольства или хмурого вида, пока он приказывает делать то, что входит в повиновение Аллаху. Если же он приказывает тебе делать харам, то ты не должна ему подчиняться. Подчинение должно быть благом. Создание не должно подчиняться кому-либо в послушании Создателя. Нежная, повинующаяся женщина, которая выполняет все, что только прикажет ей муж, успокаивает сердце. Чтобы не получилось, что это дом, в котором ссоры, дом, в котором тягости, печали, ненависть, скорбь и отвращение. Ибн Хиббан привел достоверный хадис, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если женщина будет делать свои 5 обязательных намазов, будет оберегать свои половые органы и будет повиноваться своему мужу, она войдет в рай через любую дверь, через какую пожелает». Имам Ахмад привел в Муснаде, что пророк спросил тетю Мухсина бин Хусейна: «Есть ли у тебя муж?» Она ответила: «Да». Он спросил: «И как ты к нему относишься?» Она ответила: «Я не допускаю упущения в том, чтобы повиноваться ему и служить ему, кроме того, что я не в состоянии сделать». Он сказал: «Смотри, в каком положении ты находишься перед своим мужем. Поистине, он твой рай или ад. Повинуйся ему. Будь землей для своего мужа, и он станет для тебя небом. Будь для него равниной, и он станет твоей опорой. Будь его рабыней, и он будет твоим рабом. Будет твоим рабом».
Также для того, чтобы завоевать сердце мужа, тебе надо проявлять умеренность при требовании насущных для жизни вещей. Сделай так, чтобы твоей главной заботой был ахират. Когда Аллах дарует твоему мужу богатую жизнь, перепадет и тебе благое и дозволенное, без исрафа, расточительности. Если Аллах сделает его долю скудной, то терпи, о раба Аллаха, и будь удовлетворена тем, что имеешь. Я сказал, что надо проявлять умеренность в требованиях. Ты не должна быть ненасытной женщиной, которая всегда смотрит на то, что есть у других. Остерегайся говорить своему мужу так: «Ты видел вот этого? Хочу жить как он. А этого видел? Что у него там есть нового?» Подобные слова развивают сердце мужа. Он понимает, что его жена смотрит уничижительно, видя в нем недостатки. Он начинает понимать, что есть другой мужчина, который в ее глазах велик. Остерегайся подобного. Твой муж, как говорили раньше, твой господин, он как корона на твоей голове, и ты его госпожа. Будь для него рабыней, и он станет твоим рабом. Будь внимательна, не говори: «Видал этого? Видал того?» Ведь даже если его Господь, который его сотворил, сказал: «Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей», почему ты так обращаешься с ним? Все, что он дает тебе, тебе не нравится. Ты хочешь что-то еще. У такого-то золота, квартира, машина, вилла. Зачем так, женщина? Знай, что счастье не ограничивается материальными причинами. Дочь моя, счастье не в вилле, не в машине, не в деньгах, не в золоте. Клянусь Аллахом, есть люди, которые живут в виллах, и при этом они крайне несчастны. Люди живут во дворцах, в тягости и несчастье, а другие люди живут в хижинах, и они очень счастливы. Предпоследнее, скажу быстро. Если ты хочешь завоевать сердце своего мужа, оказывай почет его гостям, особенно его родственникам. Когда твоя свекровь приходит, скажи ей самые замечательные слова, приготовь ей самую лучшую еду, скажи ей все, на что способна. Если ты любишь мужа, любимый моего любимого, мой любимый, окажи почет его гостям. Научись у госпожи Сары, жены Ибрагима, мир ему. Несмотря на ее пожилой возраст и ее возвышенное почитаемое положение, Сара лично занималась приготовлением самых лучших блюд для гостей Ибрагима. Есть ли что-то более тяжкое для старой женщины, чем случай, когда ее муж внезапно приходит с целым жирным ягненком и приказывает ей пожарить его для гостей? Вместе с этим Сара как можно быстрее приготовила пищу. Сегодня многие сестры являются сестрами take-away. Семьи питаются покупной едой. Сестры гамбургеров, сестры пиццы хат. Человек хочет мулюхию. Нет, пойдем поедим вне дома. Я занята и не могу. У меня тут маникюр и педикюр. То, что осчастлививает мужа, это когда он приходит с гостем, и ему не надо кричать жене, чтобы она что-нибудь приготовила. Жена сама вот так стучится к ним, он открывает и выходит к ней. Лимонад для гостя, даже без того, чтобы он ей что-то говорил. Через полчаса чай и немного фруктов. Он у нее ничего не просил. Пришел другой гость. Вы будете обедать или нет? Когда муж радуется и ликует. Прошел час, и я сижу с гостем. Жена не несет ни стакан воды, ни стакан чая. Потом она кричит: «Чай на кухне!» На кухне? Кладбище? Там никого нет. Так побойся Аллаха и оказывай почет гостям, о раба Аллаха. Последнее. Серьезно. Чтобы твой муж тебя любил, заставь его почувствовать свою верность. Остерегайся того, что если между вами произойдет ссора, какой бы она ни была, остерегайся того, чтобы говорить: «Дай мне развод». Если ты мужчина, дай мне развод. Если ты из породы мужчин, дай мне развод. Клянусь Аллахом, некоторые женщины так говорят, а потом он говорит ей: ты разведена, и ты за это ответственна, потому что ты просила его развода. Когда у мусульманки в доме происходит проблема, что она делает? Во-первых, она никого в это не посвящает. Во-вторых, она смотрит на себя до того, как принять какое-либо решение и шаг. В-третьих, она размышляет и спрашивает религиозных людей, исламских ученых. Она консультируется и советуется с ними, и не просит развода. Она не требует таляк из-за какой-то проблемы, кроме того случая, когда дело полностью тупиковое. И пусть женщина никогда не обходится одними детьми, игнорируя мужа. Все, этот ее сын стал доктором, другой инженер, а муж состарился, и он никому не нужен. Побойся Аллаха.